Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Еще с советских времен известно, что шахматы – это самый опасный вид спорта. Как-то, кстати, проводились опыты, и выяснилось, что шахматист может потерять во время турнира 5 килограммов веса, потому что испытывает огромное нервное напряжение. Потому что во время всей партии необходимо поддерживать свой организм в таком состоянии, чтобы быть сконцентрированным длительное время. Шахматы – это не только стратегия и тактика, но и психология и эмоции. Как судьи справляются с эмоциональным накалом на турнирах, какие секреты помогают шахматистам сохранять спокойствие в самые напряженные моменты партии. Об этом и многом другом расскажет наш сегодняшний гость Роман Ганжуров, старший тренер сборной республики. Роман Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у нас складывается с вами сегодня небольшая шахматная партия. Договоримся, наверное, да, чтобы было это без детского мата, а то эфирного времени у нас предостаточно. Прежде чем начнем партию, расскажите, по какому принципу вообще определяется, кто за какой цвет играет, и есть ли в этом какое-то свое преимущество? Во-первых, конечно, цвет — это либо по договоренности, если это у нас товарищеская встреча, да, как сейчас, либо если это соревнование, то жеребьевка, конечно, как правило, действует определенная. Бывают турниры по круговой системе, там жеребьевка уже известна с первого до последнего тура. Бывает по швейцарской системе, очень распространенная система в шахматах, и в некоторых других видах спорта используется, в частности, вот в ГО, и тоже они взяли наши наработки, наверное. Скорее всего. Швейцарская система, ее жеребьевка происходит, как правило, с помощью компьютерной программы. Угу. То есть... в рамках нашей встречи товарищеской белые ходят первыми. Да, белые ходят первые. И вот если говорить о преимуществах, то, конечно, у белых есть некоторые преимущества в связи вот с правом первого хода. Угу. Я знаю, что вот этот ход Г4, по-моему, он называется дебют гроба. Б. Да. Б4, да? Дебют гроба я мог тоже, да, исполнить. Вот, смотрите, дебют гроба, это же по фамилии шахматиста. Это не значит, что вот сразу заруинили, похоронили партию. Да, ни в коем не значит, случае. да, что сразу надо в ящик сыграть. Да, есть такой ход, есть такой дебют, вот, который вы начали дебют, тоже такой есть. Его вообще раньше еще в советских там книжках, энциклопедиях там было такое понятие «неправильное начало». Но сейчас почти у каждого начала есть свое название, вот как и у дебюта гроба. Это тоже вот защита Оуэна, скорее всего, будет. Ага, если бы еще я знала, что это такое. Ладно, расскажите, а как вообще случилось так, что вы пришли в шахматы? Что повлияло на ваш выбор? Мне просто нравилось играть, нравилось думать, нравилось тем, что в этой игре можно вот за счет своего мыслительного процесса добиваться каких-то результатов, успехов, побеждать, в конце концов. Так что, в общем, здесь ничего особенного, просто тщеславие. Хорошо, теперь немножко о Кубке Главы. Какое впечатление от партии там сложилось у вас? Есть ли поединки, которые больше остальных запомнились? Вообще Кубок Главы, как вы, наверное, знаете, проводится у нас уже в 4-й раз. Это очень знаковое для нас событие, очень как для любителей шахмат, как и для спортсменов. И в этом году какая особенность, что мы провели аж 4 дисциплины. И первая дисциплина была решение шахматной композиции. Она была впервые проведена в рамках Кубка Главы. И результаты этих соревнований очень для нас позитивные, потому что 2 первых места заняли наши воспитанники, шахматисты, молодые шахматисты из Якутии. Обогнали гроссмейстеров. Вот. А как случилось так, что вы пришли в судейство? Потому что я помню, что вроде как в 23-м году вы же еще сами играли. Да, мне просто давно назревала необходимость получить всероссийскую категорию, потому что республиканская у меня есть. Мне по долгу своей работы, помимо того, что надо тренировать, надо еще и проводить соревнования. А чтобы проводить соревнования, нужно иметь категорию. То есть первая республиканская, она у меня есть уже давно, более 10 лет. И вот необходимость повышать свою квалификацию появилась, чтобы у наших воспитанников была возможность выполнять разряды. То есть для этого нужны... А вообще, как думаете, судейство — это такой, наверное, хороший, безопасный путь для тех ребят, которые хотят себя в шахматах сохранить? Да, судьи нужны, судьи важны. И поэтому, конечно, это хорошая возможность для тех, кто любит шахматы, предан, то есть быть полезными, даже если по каким-то причинам не получается играть. Это же довольно тяжелый хлеб.
Ну, это в первую очередь удовольствие А, наблюдать, ну, то есть быть полезным, да, нашему обществу и видеть эти все партии, быть причастным, вот в частности, в Кубке Главы быть причастным к этому делу. мгм. Ну вот, да, я заметила, что одна из моих фигур находится в довольно... Не сказать, что опасном положении, но терять ее не хочется. На сайте Chess Results ознакомилась с вашей статистикой, и есть информация о том, что у вас продуктивнее всего, оказывается, складываются партии в Рапиде. С чем это связано? У кого? У вас? Ну, Лично видимо, меня или у... ну, там победная статистика, что больше всего побед, что-то 98%, по-моему. У вас там больше. У шахматистов из Якутии. Да. Да, «Рапид» для нас прошел очень продуктивно. Там Постников Альберт занял 5-е место. Вошел в 5 сильнейших. Это при наличии гроссмейстеров и мастеров. То есть он обогнал ни одного титулованного шахматиста таким образом. Повысил свой рейтинг. Так что да, для нас эта дисциплина очень важная. Она популярная, потому что соревнования по быстрым шахматам более компактные по дням, да, то есть можно за несколько дней сыграть полноценное соревнование. То есть, получается, вот такое короткое ограничение во времени, оно помогает не терять концентрацию. Да, есть такое. Кто-то так шутил недавно, что у него результаты в быстрые лучше, потому что он не успевает расслабиться. А вообще не знаю, там за 10-15 лет сами шахматы-то изменились. Понятно, что были придуманы мудрецом там много веков назад в Индии, но появляются новые поколения, у которых, наверное, есть свои стили. Да, вопрос как нельзя уместен, хотя, казалось бы, игра очень древняя, да, что еще нового, казалось бы, можно придумать, но веяние, мода с каждым годом меняется, и вот в частности новые технологии имеют большое отражение на развитие шахмат. Вот, используются шахматные программы, движки, которые помогают изучать позиции, считать варианты, изучать дебюты, в конце концов, эндшпили. И, исходя из их мощностей, новые открытия происходят, новые дебюты возрождаются. Сейчас практически любой дебют корректен. Вот как я в самом начале сказал, неправильное начало, да? Да, да. Сейчас много уже дебютов таких известных становится. Пу-пу-пу. А вот, да, как говорится, тут я и не приметил, но не слона. Но в шахматах, как я отметила в начале, нет же такого эмоционального всплеска сильного, как, не знаю, в футболе там, или в боксе, например, Да. где все понятно. Да. Весь экшен тут происходит в голове. Как правильно, не знаю, восстановиться, что ли, после партии? Ну, смена деятельности помогает, конечно же. То есть, и действительно, если говорить таким научным языком, да, борьба происходит, игра в шахматы, как правило, в неподвижном состоянии, да, и поэтому это гиподинамия, да, называется. Ага, ну что, вам Вот мат-то, их- да, товарищ Нет, гроссмейстер? не Нет, мат. еще я Нет, еще не могу мат. как-то выйти из этого положения. Так, ну, я отправляюсь снова сюда. Да, единственный ход. Так что, ну, смена деятельности некоторая помогает, в общем, расслабиться, отвлечься. Ну, просто если мы говорим о том, что у шахматиста вся эмоция остается в голове, и надо правильно восстанавливаться, вот есть такой человек, да, Магнус Карлсон, Да. который, я думаю, что больше все-таки известен благодаря своему такому вот экспрессивному поведению. Ну, не больше, но в Да. какой-то степени. В Его какой-то знают степени. еще и поэтому. Почему, вот как вы думаете, такие даже гениальные шахматисты, как вот этот парень норвежский, иногда теряют контроль над собой, над эмоциями? Ну, тут, конечно, все индивидуально. Я думаю, он сам прекрасно понимает, что шахматам не помешает иной раз некоторый пиар, некоторые такие моменты мемные, да, если можно так сказать. Мгм. Поэтому, ну, вот позволяет себе иногда такие моменты, ну, чтобы это было, наверное, весело, чтобы не было такого имиджа у шахмат сугубо скучной игры, потому что сейчас шахматы все равно удерживают популярность спустя столько лет и спустя, и, казалось бы, с развитием, да, технологий и там всевозможных там развлечений,
шахматы все равно популярны, и в том числе и у подрастающего поколения. И шахматы хорошо вписываются вот в современную технологичную среду, в частности, вот каналы, да, вот разные стримы, блоги, это все в шахматах присутствует и популярно. Молодежь с интересом тоже втягивается в игру под названием шахматы. Мгм. Ну, с другой стороны, кстати, если бы не вот эти эмоции, не экспрессивное поведение, мы бы его и не знали. Насколько помню, у Карлсона был такой случай с Хансом Ниманом. Его обвинили в читерстве. Да, Вот да. что вы думаете по этому поводу? Ну, читерство — это вообще, конечно, глобальная такая проблема шахмат. Нельзя недооценивать угрозы, связанные с этим направлением. Ну, что касается Нимана, он своей игрой все-таки доказывает, своими выступлениями, что это действительно сильный гроссмейстер. Он там в топ-20-30 по рейтингу. И Блицор очень сильный, что тем более как бы исключает возможность получать подсказки. Ну, по крайней мере, в очном формате. Когда Блиц играешь, там, ну, только если какой-то наушник там, и трансляция, ну, практически это невозможно. То есть он доказал, что он действительно хорошо играет в шахматы. Но, опять же, про Нимана сейчас, кстати, фильм сняли. Так. Да, там не чуть ли Netflix, но не буду говорить, Ага. кто именно, точно не знаю. Но сняли, и, ну, чтобы изучить его историю, да, наверное, можно ознакомиться с этим фильмом. Единственное, что добавлю, что, ну, Ниман молодой достаточно человек, и, будучи подростком, ну, был замечен действительно за читерством, но онлайн. Онлайн, ну, да. тут Это установленный факт. Нет, понимаю. Иногда бывает, хочется открыть соседнюю вкладку в браузере, чтобы посмотреть, да, как вообще можно ситуацию обыграть. А вам лично вообще приходилось сталкиваться с жульничеством в шахматах? Ну, конечно, да. Это популярно очень. Мало кто, наверное, и из молодых шахматистов мог избежать этой проблемы. Бывали столкновения, при том, как и с посторонними людьми, да, так и даже, что греха таить, и там среди учеников бывали ребята, кто, иногда там что-то себе позволял, проводились какие-то работы, это не было на официальных соревнованиях, но, то есть, как говорится, чтобы сделать шаг вперед, да, понять, что хорошо, что такое плохо, иногда кому-то требуется, получить урок определенный, да. То есть, поэтому это распространенная проблема и наверное, всякое как и бывало, везде, да. Да. Один, наверное, из общеизвестных таких фактов: если занимаешься шахматами, то и с математикой проблем нет. Да, как правило, есть такое, но вот насколько знаю, не всегда шахматисты, которые неплохо играют даже, именно одарены математически. Бывает, что... Вот хорошо сказал один гроссмейстер, что шахматы чем привлекают много людей, да, столько времени, столько столетий, что разные по складу люди могут полюбить шахматы, каждый по-своему. Например, те же гуманитарии тоже могут полюбить шахматы, потому что... Или там творческие люди, да, что, наверное, еще проще объяснить, потому что в шахматах возникают иногда такие рисунки интересные, да, комбинации простор те же самые. Фантазии, полет, да, в том числе. Да, простор фантазии есть. Поэтому не только математики играют в шахматы, скажем. Не только математикам полезно. Чтобы держать разум в тонусе, да, вот по поводу, кстати, соседних вкладок в браузере, я поставила себе приложение по тренировкам по шахматам. ЭЛО называть не буду, там речь идет о трехзначных числах, но, тем не менее, маломальски там учат разбирать композиции шахматные. И вот там вот я узнала о таком явлении, как взятие на проходе. Это что вообще так? Это легально? Да, это правило шахмат. Можете объяснить?
Ну, это как штраф за превышение скорости. Ну, то есть, условно, вот если позволите, на доске покажу. Вот если бы моя пешка стояла здесь в данный момент, да, на d5, а ваша пешка на начальном поле, то если, ну, есть право один раз партии, да, каждая пешка может сходить на 2 клетки, да, может на одну сходить, это ваш выбор, а может на 2, да. И вот если она ходит на 2 клетки, при этом поле, через которое она перепрыгнула, пробивается пешкой соперника, тогда соперник имеет право вас оштрафовать за превышение. Вот так взять на проходе. Да, действительно, штраф за превышение но взять скорости можно только так на следующем же ходу. То есть, если белый делает какой-то другой ход, другой пешкой, фигурой, то все, это уже заиграно, уже в дальнейшем это взять и невозможно. То есть только ответным ходом белые имеют право, не обязанность, да, побить или не побить. Вот, то есть, как интересно. Ну, буду знать теперь. Как я тоже, когда узнал про это правило, это даже интересная есть история, я не поверил, что это правда. Да, потому что это же выглядит как, ну, как будто взрослый пытается над ребенком подшутить. Что, Да. знаешь, есть вот такой еще прикол. Мне брат рассказал это правило, когда он пришел с занятия, которое я по каким-то причинам пропустил. Я не поверил ему. Попробуем сделать такой ход. Ну, это шах был, да. Конем шах. Я и не заметила, кстати говоря. Вот так вот и заболтались. Да, давайте тогда... Ну, тут, наверное, не действует правило в рамках нашей программы, да? Невозможный ход можно переходить, да. Нет, тут тоже, кстати. Нет, тогда мы двигаемся сюда. Все в порядке. Все в порядке, да. Но надеюсь, я насколько это возможно. Хорошо. Ситуации. Возвращаясь к Кубку Главы, шахматная композиция была впервые представлена. Насколько это перспективное направление для республики? Это перспективное направление. Оно, в принципе, этот вид спорта шахматы, и один из этих жанров — это решение композиции. Он развивается во всем мире, больше стало соревнований проводиться, и мы тоже стараемся быть в тренде, проводим данное соревнование у нас. Более того, по шахматной композиции мы такие пионеры, мы проводим Олимпиаду школьников республики, предметную по школам среди учащихся, где включена дисциплина решения шахматной композиции. Мы первые, кто взялись за проведение, и уже 3 года как проводим. В общем-то, готовы делиться этим опытом с другими регионами. И благодаря этому, ну еще благодаря тому, что мы сотрудничаем с 3-кратным чемпионом мира Данилой Сергеевичем Павловым из города Москвы, гроссмейстером, он проводит занятия с нашими ребятами периодически, а с некоторыми регулярно. И у нас есть результаты хорошие. У нас есть победительница первенства России среди девушек до 19 лет по решению шахматной композиции Полина Пак. Есть также призеры по данному виду, тоже среди юношей и девушек. И есть победитель чемпионата Дальнего Востока среди мужчин. Ну, то есть мы довольно титулованы в этом плане. На этапе Кубка России применяется бакинское ускорение. Просто про штраф за превышение скорости мы с вами поговорили. Вот что такое бакинское ускорение, потому что тоже звучит интригующе. Ну, это, как я уже упоминал ранее, есть такая система швейцарская. И вот в рамках этой швейцарской системы есть бакинское ускорение. То есть это значит вот в соревнованиях с большим количеством участников, либо в соревнованиях, где есть разброс в силе, ну, скажем, такой контраст, да, либо если там нужна норма, выполнение нормы, ну, там, международной, например, тогда возможно применение системы с бакинским ускорением. То есть там, грубо говоря, в первых 3 турах, при 9 турах, группы делятся на несколько частей. В частности, первая половина участников получает виртуальное очко, как будто бы они изначально имеют очко. На самом деле его нет. Это делается для того, чтобы сильные сыграли с сильными, ну, более сильные. После 3 туров на 4-й и 5-й нот, как было у нас, это виртуальное уже не очко используется, а полочка. То есть уменьшается этот разрыв. И, соответственно, уже после 5-го тура никакого уже нет увеличения. И
используется обычная швейцарская система. И благодаря этому сохраняется некоторая интрига на турнире. То есть вот сейчас, до вчерашнего дня, не было единоличного лидера в нашем турнире. Вот вчера Роману Кезину из Новосибирской области удалось оторваться от преследователей на целое очко. Но это произошло именно благодаря тому, что он просто очень хорошо сыграл. Но интрига все равно продолжается, и за вторые, там, пятые места там очень плотная группа преследователей. Ну, вы мне отдаете на съедение с ферзя. Ну, вы мне отдали, я поэтому решил, да, я думала, я хотела спросить, а в чем подвох? Может быть, тут что-то ждет за поворотом? Ну, я просто люблю эндшпиль. Эндшпиль — это конец игры. Понятно. Ну, ладно. Когда меньше фигур остается. Да. Бакинское ускорение, да, есть там швейцарская система. У терминов в шахматах вот топоним есть обязательно какой-то. Можем ли мы хвалиться тем, что у нас есть, не знаю, там какая-то якутская школа или свой особенный якутский стиль? Так, ну, насчет стиля точно есть сибирский стиль. Это мне сказали когда-то на Западе. Рассказали про такое. И мы, я думаю, по праву можем относиться к носителям этого сибирского стиля. Ну, если говорить про игру, это, как правило, вот квалифицированные игроки, там, мастера, гроссмейстеры так действительно могут характеризовать наших игроков при подготовке, что, как правило, у нас несколько ниже может быть теория, но зато очень хорошие практические качества. Ну, упорство, воля к победе и так далее. Усидчивость, опять же. Да. Воля. И поэтому за счет этого якутские шахматисты могут достойно сопротивляться. Ну и вот такой стиль у нас. То есть он немножко, может, нестандартный, необычный, тем не менее. Ну, я пойду назад, скорее всего. А вообще, ну, у нас же, например, шашисты сильные. Я подумала, что там ведь тоже такой склад ума применяется. Может быть, каким-то образом можно совмещать сразу два вида спорта? Да, можно, конечно. У нас есть такие люди. Конечно, не просто, наверное, и там достичь больших высот. Как правило, какой-то из этих видов все равно будет, да, ведущим. Но есть у нас точно кандидаты в мастера и по шашкам, и по шахматам. Есть мастер по шашкам и кандидат по шахматам. То есть есть такие уникальные люди. Как строится вообще работа с молодыми, с юными шахматистами в республике? С чего им стоит начинать? Ну, начинать нужно с того, что регулярно посещать занятия, стремиться к саморазвитию, то есть дополнительно что-то изучать, не пропускать соревнования, турниры, слушать тренера, в общем, ну и просто любить играть в шахматы. Ну, я вот здесь примерно посмотрела, как-то на несколько ходов вперед увидела, что примерно может быть. Ну, ладно, давайте попробуем. А вот есть многочисленные фильмы, например, про шахматы. Там был и сериал «Нашумевший ход королевы», и фильм с Хабенским. Как к такому творчеству относитесь? Ну, положительно любая, ну, то есть не любая, но в данном случае это реклама, так или иначе, шахмат. После хода королевы значительно увеличилось количество интересующихся, да, шахматами. С Хабенским это, наверное, чемпион мира, да, фильм? Да, чемпион мира, точно. Да, это вот на событиях, это на реальных событиях основано, матч Карпов-Корчной. Так что да, это, конечно, очень хорошо. И есть действительно неплохие фильмы. А матч Карпов-Корчной, это же еще и Абба сделали мюзикл «Шахматы». Это тоже их история или там просто все подряд собрали? Так, ну там скорее, да, такая уже сборная история. Сборная история. Так, тогда про ход королевы. Когда вышла эта лента, то сразу и персонаж Ани Тейлор-Джой стал популярен, и все начали говорить о том, что шахматами не только мужчины могут заниматься. Вот вопрос, почему же кубок головы среди мужчин? Потому что, трудно объять необъятное, и надо с чего-то начинать. А Кубок России среди мужчин, он включает в себя больше соревнований, просто больше этапов, да, на данный момент. Ну и вот еще интересный момент, да, то, что в шахматах
Женщины могут играть среди мужчин, то есть могут официально, им никто не может запретить. А мужчины среди женщин не могут участвовать. Даже так? Да, поэтому как бы, проводя кубок среди мужчин, мы не отказываем и девушкам, женщинам участвовать. А вот если бы мы проводили среди женщин, тогда пришлось бы еще и среди мужчин проводить отдельно. Отдельно получается. Да. Ну, может, когда-нибудь мы будем делать отдельные турниры среди женщин. Нет, я просто думала, что тут какая-то гендерная суровая идет история, когда разделяют, что, например, там, может быть, как есть какие-то виды спорта, тяжелая атлетика, не знаю. Там же понятно, что не будет женщина штангу поднимать какую-то 200-килограммовую. Может, конечно, я не сомневаюсь, но надо ли оно? Да. Ну вот в шахматах так, да. Как правило, соревнования среди мужчин даже иногда называют не то, что они среди мужчин, а они называются open, то есть открытая секция. То есть и женщины, и мужчины играют. А вот соревнования среди женщин, они помечаются среди женщин. И мужчины не могут. Если не пропускать тренировки и ходить на занятия, понятно, что результаты приходят с дисциплиной. Как вообще получается у школьников совмещать все это вместе? Ну да, это, как, наверное, и в других видах деятельности, непросто. Но, тем не менее, все зависит от мотивации. Если человек достаточно мотивирован, то он может найти возможности. Сейчас есть и индивидуальные графики, да, обучения, и домашнее обучение. Но вот если говорить о нашей сборной, пока никто не использует. Но кто знает, в будущем, возможно, если человек идет на серьезные результаты, по крайней мере, в России и в мире это распространено, переходит на индивидуальный график обучения, на домашнее обучение. Ну, так, наверное, и у других спортсменов, и в других видах деятельности такое тоже практикуется. Но я подозреваю, кстати, да, что когда надо спрашивать у человека, почему он сделал тот или иной ход, это, наверное, все равно, что спрашивать «расшифруйте мне анекдот». Это уже будет неинтересно и непонятно. Ну, это, да, интересная такая. Ну, зависит от того, какой ход, и почему иногда интересно бывает послушать мысли там, сильного шахматиста, гроссмейстера, его замыслы, они не всегда бывают такие там очевидные. И не всегда правильный ответ в шахматах единственный. Иногда бывают такие позиции, где просто разные подходы бывают у игроков. Один видит по-своему, один по-другому, и, может быть, оба они по-своему правы. Ну, так получается, что если играем в шахматы, это мозг человека развивается настолько, что ты заучиваешь, да, определенное количество ходов комбинаций, да, или как? Без этого тоже, да, никак не обойтись. В шахматах приходится много запоминать. Ну, в частности, и теории, да, дебюты, и точные позиции эндшпиля. Ну, это как такой входной билет, да. То есть, изучив это, можно как бы попасть уже на большую игру, да. Но и как бы не зная всех этих тонкостей, многих из этих тонкостей тоже можно получать удовольствие от игры, просто от мыслительного процесса. Ну да, в этом действительно что-то есть. Ну, казалось бы, столько уже было комбинаций ходов изобретено, неужели что-то может новое появиться? Ну вот, по крайней мере, вот искусственный интеллект, который используется сейчас при подготовке, при занятиях шахматами. Очень заманчиво, извините. Он действительно показывает, что есть еще некоторые слепые зоны, и не так просто. То есть шахматы пока еще не скоро будут высчитаны, поэтому... Да, кстати, по поводу искусственного интеллекта. Был же компьютер Deep Blue. Он один из первых, да, кто обыграл гроссмейстера? Да, с Каспаровым был у них матч. И да, Deep Blue удалось одержать победу. С той поры, в общем-то, и ведется отчет, как правило, того, что человек уже не будет соревноваться, не должен соревноваться с машиной. Это как в беге соревноваться, да, с гоночной машиной. Ну да, человеком. Кстати. Но можно использовать. Да, почему бы его не использовать как какой-то костыль? С другой стороны, если человек начинает пользоваться искусственным интеллектом, значит ли это то, что он перестает пользоваться своим? Не, ну если садиться за доску без такого помощника, конечно, придется самому, да, думать. А в целом
целом при подготовке сейчас все квалифицированные игроки используют так или иначе. Хорошая получилась партия, мне понравилось. Но это еще только шах, да. Только шах? Да. Ну, а я так уже, сколько мы с вами сидим, я уже 3 раза, да, опускаю руки. Наверное, кстати, вот тоже должно быть что-то такое, что учило бы не сдаваться. Ну, это, наверное, самовнушение. Возможно. Ну, есть отличие большое, когда играешь в компьютерный, где очень маленький экранчик. И вот когда, ну, так назовем их физические, да, аналоговые, что ли, здесь играть гораздо проще, потому что сразу видна вся картина, ты не концентрируешься там на 6, на 4 квадратиках. Так, ну что я могу сделать в этой ситуации? Есть понятие в шахматах «единственный ход», Так. вот, когда других вариантов уже нет. И этот единственный ход есть. Есть. А, ну вот, да, я нашла. Фуф. Так, отлично. Хорошо. Так. Это называется открытый шах. Да, ну вот, и если мне все равно приходится прятаться снова сюда, здесь у меня на несколько клеток вперед. А это вот сколько оно такое продолжается? А вот если 3 раза повторится позиция, то игрок имеет право потребовать ничью. Для этого подзывается судья и заявляется требование ничьи. Да, вот, кстати, о судьях. Был же матч у Яна Непомнящего, по-моему, когда судья присудил ему и его оппоненту по 0 очков, да, если не оштрафовал. Да. Просто потому, что они устроили какие-то танцы с лошадьми, с конями, прошу прощения, на доске. Танец коней так он. Так и называется, да? Угу. Ну, по крайней мере, то, что они разыграли, это, да, такое распространенное название появилось с той поры. Да, но и у судьи была фамилия Суровый. Все-таки оправдал ее. Что? Я отправляюсь снова сюда. Ну, хорошо. Да. Ну, можем, да, по-другому сыграть. Вообще, да, можем попробовать побиться по-другому, но в том числе на ничью я тоже согласна. Так, хорошо. Это все зависит от формата. Ну да, по-моему, еще около пары минут у нас с вами есть. Что для вас лично, для самого шахматы значит? Это же, наверное, не просто игра, что-то большее. Да, шахматы, ну, вот, можно сказать, и как диалог можно рассматривать каждую партию. То есть просто вместо слов могут говорить ходы. Ну, я вижу очень заманчиво. Да, давайте завершим как-то красиво. Я поставлю вам шах хотя бы раз за сегодняшнюю партию. Это было приятно. Единственный ход мне пришлось сделать. Я понимаю, это прекрасно. Так. Тогда я тоже знаю, как завершить. Ну, я пока еще не до конца знаю. Я подумала о том, что я могу съесть эту фигуру, но я буду в опасном положении. С другой стороны, пойду дальше, но там все равно у вас... Ну, сходим вот так. Так. Угу. И вот, казалось бы, да, весь экшен сейчас происходит в голове, несмотря на то, что эндшпиль, может быть, тут хорошо бы подошла какая-то еще и музыка такая эпичная. Да. А у нас, кстати, немного же, не знаю, там фильмов или художественных произведений, в которых бы отображались шахматы. Вот, например, в «Гарри Поттере» они стали, наверное, культовыми. Мне кажется, кстати, после того, как они там появились, была такая вспышка увлечения. Ну да, после каждого такого массового продукта, так или иначе, да, наверное, происходит. Да, но вот после 12 стульев не было. И новой шахматной столицы у нас не появилось. Ну, хотя в то время, может быть, и было. Но это тоже, да, надо обладать какими-то способностями, чтобы была пламенная речь у человека, так взять и зарядить. Да, вот, кстати, если обсуждаем 12 стульев, там ведь был персонаж, который говорит, у меня все ходы записаны. Это как раз-таки относится к тому, чтобы избежать читерства? Да, иногда требуется фиксировать вот ход партии именно для решения таких вопросов, спорных. Требуется. Ну, а 12 стульев, конечно, они, не знаю, на тот момент способствовали популярности или нет, но стали настоящим энциклопедией, в том числе и шахматной. Так,
Ну, хотя нет, здесь моя пешка уйдет на съедение, а здесь она встанет в тупик. Ну, давайте так, ладно. Логично, логично. Такой открытый шах. Это шах. Ну, это такой шах с комплиментом, по-моему, был, потому что я... Вот. А вот как оцените такую позицию? Если бы у меня была еще экспертность в этом вопросе, то я бы, конечно, как-то оценила. Вот ход черных. Да. Ну, по крайней мере, сейчас у меня король под защитой находится. Совершенно верно. Шаха нет. Шаха нет. Король ходить не может. Ну, я могу... Как? А я и никакой фигуры своей больше не могу сходить. Да. Как это называется? Это называется пад. Пад. А, точно, да. Там в приложении что-то было такое, но попадалось редко. Да. Это пад. Что, партия окончена? А пад это ничья, да. Ничья. Ну, здорово. Фу, как хорошо, что ничья получилась. Я уж думала, все. Спасибо вам большое, Роман Владимирович, за то, что пришли к нам сегодня, за партию. Я думаю, что я где-то свой рейтинг повысила. Не знаю, насколько, но обязательно об этом задумаюсь. И спасибо, что рассказали вообще о том, насколько шахматы сейчас важны у нас в республике и что происходило в рамках этапа Кубка России, Кубка главы республики. Да, пожалуйста. Да, приходите к нам еще. Ну, либо мы к вам придем, там уже посмотрим. Приходите. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.